Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня у нас лекция по дисциплине финансы на тему «Экономическая сущность и формы страхования». И с вами я, Давлетшина Елена Митхатовна. Сегодня на лекции мы с вами рассмотрим историю развития страхования, сущность, функции и принципы страхования, а также формы и виды страхования. Давайте начнем с истории развития страхования. В основе страхования лежит страх. Я боюсь, и поэтому передаю свой страх кому-то другому и получаю от него защиту от возможных потерь. Именно отсюда возникает термин «страховка», который сегодня очень часто употребляется альпинистами, артистами цирка, а также спортсменами. Издревле человеческое общество искало способы смягчить удары, которые возникли в определенные моменты жизнедеятельности того или иного человека, нанося ущерб его здоровью или имуществу. Наши предки понимали, что никакой индивидуум не в состоянии противостоять в одиночку стихии и несчастным случаям. И вот однажды человечество поняло, что гораздо разумней преодолевать неприятности, объединив ресурсы многих. Первые случаи организации страховой деятельности были отмечены еще в Шумере в IV-III тысячелетии до нашей эры. Шумеры вели активную торговлю со всеми частями известного мира, в том числе с Египтом, Финикией, Индией и Китаем. Для того, чтобы уменьшить потери от утраты грузов, шумеры изобрели систему договоров или контрактов, согласно которым сторона, предоставлявшая капитал для торговца, соглашалась не взимать суду, если торговец утрачивал свой товар в случае кражи. За эту услугу торговец-заемщик оплачивал более высокий судный процент, состоящий из обычной и дополнительной страховой премии. Таким образом, торговец снижал свои расходы при утере товара. Вместе с тем, кредитор, собирая дополнительные страховые взносы от многих торговцев, оставался не в убытке от потерь немногих. Указанный вид соглашения между шумерскими кредиторами и торговцами стал известен финикийцам, грекам и индусам, и впоследствии был развит в частности и в древнем Родосе. Именно там был написан всесторонний кодекс морских законов, включающий в себя положение выбрасывания груза за борт. Суть указанного положения сводилась к тому, что если наступала ситуация необходимости выбросить товары за борт, чтобы облегчить судно, то возмещение потерь осуществлялось за счет общего фонда, созданного из отчислений торговцев, осуществляющих перевозку своих грузов морем. Именно тогда и зародился принцип разделения потерь, то есть компенсирования потери одного человека за счет ресурсов многих других людей. В конце XVII века появились первые страховые общества в Англии, Франции, Италии, Дании и Швеции. Они занимались страхованием от огня и морским страхованием. Англия является родиной страхования жизни. В 1699 году там впервые появилась профессиональная организация, занимающаяся страхованием жизни вдов и сирот, а также именно там берет свое начало развитие личное страхование. В России страхование получило свое развитие лишь в XVIII веке. До XVIII века в России не было специализированной страховой компании. Но, однако, общество нуждалось в развитии страхования. И после манифеста Екатерины II в 1786 году был создан Государственный заемный банк и при нем Государственная страховая экспедиция.
Страховали в основном строения и товары от огня. Но в 1822 году страховая экспедиция была закрыта, ибо казна пополнялась, а клиентура свои потребности в страховании не удовлетворяла. Были еще несколько попыток создать систему страхования, но они оказались столь же неудачными. Однако в 1812 году, когда война уничтожила Москву и безжалостно выжгла другие города, оставив после себя лишь безжизненные камни, появилась новая сильная потребность в страховании. Так в России появились первые страховые общества, которые в основном страховали от огня. В 1918 году страховое дело было национализировано, а в 1920 году было отменено личное страхование. Подавать признаки жизни российское страхование начало в 20-е годы в условиях НЭПа. Стали возобновляться имущественное и личное страхование. В Кыргызстане же страхование сложилось и развивается с 1990 года и представлено в основном обязательным и добровольным страхованием. Вот такова история страхования. Теперь давайте вернемся в реальность. Страхование – это отношение между страхователем и страховщиком по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов. В системе страхования можно выделить следующие виды участников страховых отношений. Это страховщик. Страховщик – это юридическое лицо, то есть страховая компания, имеющая лицензию на осуществление страховой деятельности, принимающие на себя по договору страхования за определенное вознаграждение обязательство возместить страхователю или другому лицу, в пользу которого заключено страхование, убытки, возникшие в результате наступления страховых случаев, обусловленных в договоре. То есть страховщик – это сама страховая компания. Следующий участник страховых отношений – это страхователь. Страхователь – это юридическое или дееспособное физическое лицо, которое, страхуя себя, производит страховые взносы. Выгодоприобретатель – это физическое или юридическое лицо, назначаемое страхователем для получения страховых выплат по договорам страхования. Застрахованное лицо – это лицо, чьи интересы являются объектом страхования. Застрахованное лицо не является самостоятельным участником страхования, но именно в отношении застрахованного лица должен произойти страховой случай. И страховой посредник. Страховой посредник является юридическим или физическим лицом, осуществляющим посредническую деятельность по заключению и выполнению страховых договоров, а также договоров перестрахования. Страховые посредники не могут быть непосредственными участниками страхового дела. Экономическая сущность страхования находит свое воплощение в функциях, отражающих в реальности общественное предназначение данной категории. Страхование ничего не создает. Оно только распределяет созданный общественный продукт, закрывая возникшие из-за стихийных бедствий и других причин перерывы в производстве, распределении, обмене и потреблении. Таким образом, страхование через присущую ему распределительную функцию содействует бесперебойности общественного воспроизводства на всех его стадиях. Главная распределительная функция страхования реализуется через вспомогательные специфические функции, свойственные только страхованию.
Это рисковая функция, сберегательная функция и предупредительная функция. Рисковая функция страхования обеспечивает страховой защитой от различного рода случайных событий, ведущих к потерям. В рамках действия этой функции происходит перераспределение денежных ресурсов между всеми участниками страхования в соответствии с действующим страховым договором, по окончании которого страховые взносы страхователю не возвращаются. Данная функция отражает основное назначение страхования, то есть защиту от рисков. Есть риск, есть потенциал для страхования со всеми его атрибутами, его проявлениями. Предупредительная функция страхования реализуется в уменьшении степени риска и разрушительных последствий страхового события. Осуществляется через финансирование за счет средств страхового фонда различных мероприятий по предупреждению, локализации и ограничению негативных последствий, катастроф, аварий, несчастных случаев. В целях реализации этой функции образуется особый денежный фонд. И сберегательная функция. При помощи страхования сберегаются денежные суммы на дожитие. Это сбережение вызвано потребностью в страховой защите достигнутого семейного достатка. Страхование базируется на определенных принципах. Принцип эквивалентности и принцип случайности. Принцип эквивалентности выражает требование равновесия между доходами страховой организации и ее расходами. Принцип случайности базируется на том, что страховаться могут только события, обладающие признаками вероятности и случайности их наступления. Давайте рассмотрим определенные формы страхования. Это обязательное страхование, то есть страхование, осуществляемое в силу закона. Данный вид страхования не зависит от нашего желания и обязательно. И вторая форма – это добровольное страхование. Действует на добровольных началах и, в отличие от обязательного страхования, зависит от наших желаний. Можно выделить также отрасли страхования. Это личное страхование, имущественное страхование и страхование ответственности. Личное страхование связано с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя. Личное страхование, в свою очередь, можно подразделить на страхование жизни и страхование от несчастных случаев. Имущественное страхование, оно связано с владением, пользованием и распоряжением различными материальными ценностями. Имущественное страхование можно разделить на страхование имущества государственных предприятий и на страхование прочих субъектов хозяйствования и граждан. Страхование ответственности подразумевает под собой заинтересованность в возмещении страхователя причиненного им вреда личности или имуществу физического лица, а также ущерба юридическому лицу. К страхованию ответственности можно отнести страховые операции по гражданской и профессиональной ответственности, страхование ответственности товаропроизводителей, а также страхование предпринимательских рисков. Итак, страхование принадлежит к числу наиболее устойчивых форм защиты финансово-хозяйственной жизни от многочисленных рисков и представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий, то есть страховых случаев, за счет денежных фондов,
формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов, или, как их называют, страховых премий. По мере развития человеческого общества роль страхования непрерывно возрастала. На сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Всего доброго и до новых встреч.